Вот тут я и обычно беру одежду. Камуфлированные бушлат я брал, теплый. Летние костюмы вот тут, в этих ларьках. 1000 штук их. Сейчас сапоги теплые привезли, тоже продают. Так. Машин мало сегодня. Сейчас зайду еще в этот магазин. Потом в Лидер зайду. Сумку надо новую купить для себя. Вот такой вид. Прекрасный день сегодня. Там новострои. Мотомаркет. Хороший магазин тоже. Буран продают. Много чего там можно прикупить и за хорошие деньги. Все в одной куче тут. Одежда. Мотомаркет. Вещи тут на рынке. Примерно так. Все есть тут. Надо тапочки перекупить. 149. Так, размеры. Это жесткие какие-то. Ладно, будем подбирать. Цвет, конечно, неприятный, но размер мой. Куда не деться. Придется купить. Ну, все подошло. Ништяк. Что-то нету пояс. Перебор большие. Нету моего размера, ни хрена. Тут уже ширпотреб. О, кружки, вон хорошие. Между прочим. Вот из такого я сделал котелок для себя. Ручку убрал и там проволоку прикрепил, и котелок получилось. Нержавейка. Четко. 99 рублей. Так. Для соления рыбы вон бедро эмалированное. Тоже вещь хорошая. Хозяйство у меня тут.
Рулеток сколько? 5 метров. Замки. Это что такое тут? Не понял. Одежда, обувь. Что я вообще не врубился, для чего это вообще. Думал, этот напильника, вот от палка хранит. Для чего он вообще? Не понял. Вообще хлам. Дальше тут уже одежда. Ни конца, ни края. Чего только тут нет. Синтетика, рубашки. Время есть, вот и хожу тут. Теплые бушлаты. Ну тут уже на 2 раза дороже получается, чем на улице. На улице все дешевле. Отдельно штаны вот желательно надо взять тоже. Раньше такого не было здесь, чтобы отдельно продавались. 700 рублей. Теплые, демисезонные. Это вообще зимние. Тельняшки, конечно, тут появились. Тоже теплые. С начесом. Ладно, я только выбрал вот такие тапочки. Он получается за 249 рублей. Ну все, пойду оплачивать. Ну вот и все. Пойду к машине. Ну что, ребят, я, как вы поняли, в городе нахожусь. Сейчас заходил в этот большой супермаркет, ну так называемый, это рынок, центральный рынок. Ну, видимо, один хозяин хапнул всю эту территорию, очень большой, очень мощный, огромный магазин. Ну, для жизни тут одеться можно, скажем, все для того, чтобы одеть себя, детей, родителей, все. Ну, чисто одеждой торгуют. Не надо там ходить, искать где-то там. Но большинство товаров, конечно же, ширпотреб, качество не очень скажу, но по цене более-менее доступно. Очень много людей сейчас сюда начали, как сказать, ходить. Первоначально, вот когда все это открывалось, знаете, ну, заедешь там, десяток машин, наверное. А сейчас вот уже каждый вечер, вот обычно вечером, как и в ленте, там перед ужином люди после работы закупаются. Вот также здесь вот по вечерам много людей приезжают, покупают всякие разные вещи там из города, с района, сел приезжают. Ну и заодно, знаете, вот в конце этого здания там павильон, автопавильон, как со всех районов также сюда автобусы приезжают, пока люди ждут, скажем, автобус зайдут там, товар покупают и домой увозят. Частенько сейчас районов стали и в город ездить за дешевыми, скажем, продуктами, товарами. Сейчас в селах магазины даже меньше там у них навара, что ли, получается, выручки, потому что много людей стали ездить в город напрямую, скажем, в Магниты, в
пятерочки вот эти отовариваются, покупают подешевле все, несколько сумок там, скажем, если вдвоем поедут, там 4 сумки огромных, это знаете, на целый месяц можно продукты закупить и по хорошей цене. Я сегодня здесь, в городе, уже приехал вчера, много работы было здесь у меня. И, как сказать, вроде все успел сделать. И думаю, сегодня уже, ну, где-то после обеда я поеду обратно домой. Чтобы было что выкладывать, ну, скажем, у меня будет задержка, может, сериалом этим, где я с ночевкой ходил в тайгу. И чтобы не задерживать, скажем, люди некоторые все равно ждут любое видео. И между своими сериалами я вот эти будничные дни выкладываю. Вчера небольшой ролик у меня в телефон, я вечером так спокойно там отдыхаю, лежу и смотрю, у меня там небольшой ролик, дай, думаю, выложу, почему бы и нет. Многим это не нравится, но извините меня, это мое дело, что мне делать на моем канале. Вот сегодня тоже вот решил поснимать, просто сейчас свободное время у меня есть, где-то еще полчаса, и уже поеду я дальше своими делами разбираться. А сейчас вот в этот момент я немножко поснимал, где я нахожусь, что я делаю. И, ну, конечно же, это все я выложу. Смотрите, где я бродил сейчас в данный момент. Все, конечно, снимать не стану. Обычный город Сыктывкар. Многим кажется, что это большое село. Но в принципе, я тоже вот когда в детстве первый раз приехал в город, такие дома, такое большое количество машин. А сейчас вот на машине я уже десяток лет по городу гоняю, там больше 10 лет, наверное, уже получается. И все уже там во всех уголках почти был, и оказывается, Сыктывкар не такой большой город. Ну, похож на большое село, так скажем. Вот. Ладно, сейчас поеду я дальше. А вы ждите новые фильмы, новые видео. Купил еще трубу 110, и я хочу утеплить. Получается, у меня слив дома 50-ка идет на улицу. 50-миллиметровая труба серая, которая, ну, слив от раковины, от стиральной машины. И 2 или 3 года уже у меня зимой там примораживалось, там лед образовалось. Думаю, хочу... Сейчас я отверстие побольше сделал в бревне, и туда уже поставлю 110, и в него я с утеплителем, но утеплитель еще хотел взять, да нету тут, к сожалению. Утеплитель туда поставлю. Ну, думаю, зимой не будешь замерзать. Вот. Ну, много чего там барахла я прикупил, не буду показывать. Так, ладно, сейчас дальше едем. Там посмотрим. Может, чуть-чуть еще поснимаю. Может, это, что я сейчас вот поснимал тут на рынке, и буду выкладывать. А вы оцените это видео лайками и дизлайками. Да, здесь хороший товар. Этот костюм продают. Прям теплые там. У них, видимо, большая конкуренция. Тоже сразу как подъедешь, тебе подходят. Там новострой. Это березовая роща или какая-то там. Очень много. Это СКАТ строит фирма. Там еще слева новая постройка там. Ну вот примерно так.
мотомаркет не стал заходить, в принципе, пока в данный момент мне ничего там не надо. У меня буран на ходу, да и запасные там магнито я брал. Ну это я туда обычно зимой заезжаю, когда вот где-то что-то надо, запчасти на буран или еще. Стою на светофоре, будем ехать.